Здравствуйте, дети! Сегодня у нас русский язык, 3 класс, 38 урок. Название урока «Терме». Сегодня ты научишься читать и понимать текст, отвечать на вопросы, узнаешь, какие предлоги указывают, где находится предмет, вспомнишь, как правильно писать предлоги со словами. Первое упражнение прочитайте по ролям, что вы узнали о терме. Мама сидела на диване в комнате, к ней подошла Алуа. Қазақша, анам диванда отырды, яғни оған Алуа келді. Мама, нам в школе дали задание узнать, что такое терме. Где об этом можно прочитать? Алуа, у нас дома есть музыкальная энциклопедия. Давай прочитаем ее. На казахском переводим. Анашым, бүгін бізге мектепте терме жайлы біліп келуді тапсырма берді. Оны қай жерден көруге болады? Алуа, біздің үйде музыкальный энциклопедия кітабы бар. Сол жерден қарауға болады. Получается, терме это песня, наставление? Бұл сонда біздің терме дегеніміз өлең бе? Да, Алуа, в терме заключена мудрость. Давай послушаем терме Аяза Бетбаева. Алуа, бұл жердегі термеде ақыл туралы айтылады. Бұл терме Аяз Бетбаеваның термесін тыңдайық. Терме. Терме – это песни со словами, наставлениями. Обычно в терме дается характеристика плохих и хороших качеств человека. Исполняет терме термеши, слова песни надо произносить или петь спокойно, неторопливо. Терме – бұл Түркияның және басқа да бірқатар елдердің мәдениетінде кездесетін маңызды сөз. Ол терме деп аталатын әндерді немесе өлеңдерді айтады. Әсіресе біртүрлі әуенмен айтылатын және терең ойды жеткізуге бағытталған жанрды білдіреді. Терме көбінесе адамның ішкі дүниесін, сезімін, философиялық және рухани мәселелерді суреттейді. Бұндай әндер немесе өлеңдер көбінесе дәстүрлі халық музыкасы болып табылады. Второе упражнение. Составьте терме, напишите в тетради, что вы еще можете добавить. Во-первых, надо хорошо учиться, да? Слова подсказки. Здесь быть честным, любить свою родину, хорошо учиться. Во-первых, надо хорошо учиться. Біріншіден, жақсы оқу керек. Во-вторых, надо быть честным. Екіншіден, честным ол шыншыл болу керек. В-третьих, надо любить свою родину. Үшіншіден, өз отаныңды жақсы көру керек. Третье упражнение. Рассмотрите картинку, ответьте на вопросы. Используйте нужные предлоги на «в». Где находится мама и девочка? Мама и девочка находятся в комнате. Цветы стоят в вазе. Где стоят цветы? Цветы стоят в вазе. Где можно прочитать информацию? Информацию можно прочитать в книге. Где сидят мама и девочка? Мама и девочка сидят на диване. Да? Предлог используется. Где висит картинка? Картина висит на стене. Где стоит ваза? Ваза стоит на столе. Четвертое упражнение. Вспомните, как пишутся предлоги со словами. Правильно напишите в тетради. Проверьте, как выполнил работу одноклассника. Одноклассница. В комнате, на диване, на столе, в энциклопедии, в вазе, на стене. Предлоги со словами пишутся раздельно. Следующее, пятое, последнее упражнение. Прочитай казахскую пословицу, о чем она. Поделись мнением с одноклассниками. Напиши пословицу в тетради. Сила в знании, знания в книгах. Это на казахском күш білімде, білім кітапта.
Знание – это информация, понимание или осознание, полученное в результате обучения, опыта или размышлений. Это способность воспринимать, усваивать, анализировать и применять информацию, а также делать выводы и принимать решения на основе имеющихся данных. Вот, ребята, пятое, последнее упражнение. Теперь вы что узнали и что вы научились в этом уроке? Я узнала о терме, я научилась правильно писать предлоги со словами. Все, урок окончен. Спасибо за внимание. До свидания.